Депутат Мажилиса парламента Казахстана наградил 15 морских пехотинцев медалью «Апатпен күрескені үшін», отличившихся во время противопаводковых работ весной этого года. Офицеры, сержанты и солдаты срочной службы бригады морской пехоты регионального командования «Запад» получили награду из рук депутата Мажилиса парламента Республики Казахстан от Демократической партии Ак Жол Ержана Бисенбаева. Народный избранник поблагодарил защитников Отечества за самоотверженность, проявленную в борьбе с водной стихией. На прошедшей неделе министр обороны Казахстана совершил рабочую поездку в Алматинский и Абайский гарнизоны. В Алматы генерал-полковник Руслан Жаксылыков посетил здание Дома армии, где планируется масштабная реконструкция к 80-летию Великой Победы. В настоящее время в здании располагается филиал Национального военно-патриотического центра вооруженных сил, Музей боевой славы, филиал Республиканского общественного объединения «Детско-юношеское военно-патриотическое движение ЖАС-Сарбаз», ветеранские и общественные организации. В Абайском гарнизоне глава оборонного ведомства побывал в ряде воинских частей и на военных объектах, а также проверил ход подготовки военнообязанных на сборах. За образцовое исполнение воинского долга на воинских сборах лучшим из лучших он вручил памятные наручные часы и книги писателя Александра Бека «Волоколамское шоссе». В Семее генерал-полковник Руслан Жаксылыков посетил военный госпиталь, а также завод акционерного общества «Семей Инжиниринг», где встретился с руководством предприятия. Национальный университет обороны посетил чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в Казахстане. Доктор Нагендра Прасад принял участие в торжественном открытии 6 модернизированных языковых аудиторий, для переоснащения которых индийской стороной было безвозмездно передано имущество на общую сумму более 8 миллионов тенге. В настоящее время ведется работа по совершенствованию оборудования аудитории военного искусства вооруженных сил Индии. Напомним, что эта аудитория функционирует в кузнице военных кадров с 2017 года. В ходе встречи стороны также обсудили вопросы обмена опытом в подготовке офицерских кадров. Также казахстанские военные побывали в Национальном колледже обороны Индии. В Нью-Дели казахстанская делегация во главе с начальником Национального университета обороны Министерства обороны Республики Казахстан генерал-майором Аскаром Мустабековым ознакомились с учебно-материальной базой. Стороны также обсудили вопросы подготовки офицерских кадров по программе магистратура на паритетной основе. По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между Национальным университетом обороны Республики Казахстан и Национальным колледжем обороны Республики Индия. В Талдыкургане в воинской части 99-285 бригады территориальной обороны области Жетысу прошел первый этап тактика специального учения «Калкан-2024». Маневры с участием 150 офицеров запаса проходили на территории очистных сооружений, расположенных в городе. Согласно замыслу учения, террористы попытались захватить здание очистных сооружений, чтобы сделать непригодной к употреблению питьевую воду, поступающую в административный центр области. Однако в результате слаженных действий военнообязанных бригады территориальной обороны области атака была отбита. Участников штурма пленили. Следующий этап пройдет с 21 по 30 августа в городе Ушарал Алакольского района с участием 100 офицеров запаса. Благодаря совместному проекту Министерства обороны и просвещения более 1000 детей отдохнули в этом году в Республиканском учебно-оздоровительном центре Балдаурен, филиала городов Туркестан, Боровое, Балхаш и Конаев. Самый активный отдых проходит, конечно же, в летние месяцы. Социальные сети полны восторженных отзывов детей. Их родители благодарят свое командование. Военнослужащие выражают огромную благодарность руководству Министерства обороны Республики Казахстан, командованию воинских частей, руководителям Женсовета за поддержку и организацию отдыха. Досуг детей обеспечивается ежедневной насыщенной программой с разносторонними мероприятиями, позволяющей каждому ребенку найти свое увлечение.